Неизмеримое преимущество и в то же время недостаток режиссерского труда состоит в том, что ни на кого нельзя переложить свою вину. Любой другой человек может при случае кого-то обвинить или сослаться на обстоятельства, но не кинорежиссер. Потому что он обладает непостижимой возможностью создавать собственную реальность, или судьбу, или жизнь, или как хотите. Здравствуйте. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Но цитата была великого шведского режиссера Ингмара Бергмана. И сегодня мой собеседник – режиссер, сценарист, продюсер, немножко актер Михаил Лукачевский. Привет. Привет. Слушай, мы вот тут с тобой не на съемочной площадке, но как-то так тематически, да, вот возле «Триумфа», потому что так называется твой проект, над которым ты сейчас работаешь. Расскажи, пожалуйста. Проект «Триумф» посвящен к юбилейной дате нашего великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. Но история сама как бы обширная, можно сказать, да. Это история про становление якутской борьбы, про школу, про первую школу борьбы в Чурапче, школа-интернат. И, конечно же, фильм заканчивается кульминацией триумфов наших троих великих спортсменов: Павла Пенигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова. И съемки сейчас в самом разгаре, нам тебя удалось выловить просто. Да, только вот буквально вчера ночью приехал с Чурапчи, до этого приехали с Нёрингри. Вот. Мы еще до этого в мае сняли уже здесь, в Якутске, сцены Монреальской Олимпиады. Угу. Вот если я не ошибаюсь, сценарий Алексея Амбросьева же, да? Вот. А как вообще работает? Он же сам тоже режиссер. У вас не бывает там, ну а ты сам сценарий тоже писал. Не бывает у вас каких-то? Это вообще как бы... Как так получилось? Большая, ага. Когда я учился еще в Петербурге в 2007 году, я познакомился с Романом Михайловичем Дмитриевым. Да? Ты учился в Спукете же, да, Да, с кино и телевидения? Тогда вот дни проходили, дни Якутии. И как раз там мероприятие было, многие люди были. И как-то мы познакомились с Романом Михайловичем, и Роман Михайлович говорит, ну как-то одухотворенно разговаривали, и говорит мне, надо снимать вот про Коркина фильм, говорит. И как-то он уже даже оплачивал бедному студенту поезды, я на выходные ездил к нему в Москве по спредству. У него такая маленькая каморка была, и мы там днями разговаривали, там, беседовали. Из Питера в Москву приезжал? Да, из Питера на выходные, несколько раз там приезжал. И мы разговаривали, и мы в то время уже начали писать сценарий. Вот, да. И тогда, конечно, я был студентом, сценарий был немножко такой, как сказать, мы сейчас посмотрели, немножко такой, как сказать, наивный, да, можно сказать, ага. Слишком такой, ну, примитивный был, ага. И поэтому мы решили заново все сделать, потому что мы уже не можем по этому сценарию работать, нам уже другое надо. И я вот попросил своего друга Алексея Алексеевича Амбросьева, младшего, работать над сценарием. Алексей Алексеевич, конечно, он человек уникальный, он все-таки сын известного, талантливого писателя, журналиста Сиена Мунду. Мне кажется, вот гены передаются, он вообще пишет, вообще, как сказать. Ну, мне с ним всегда вот хорошо работается, потому что мы не один проект сделали вместе с ним, поэтому я вот такой ответственный проект именно позвал его. Вот, просто время было такое короткое, а материал такой большой, да, и сам герой такой тоже непростой герой, да. И вообще история очень большая, обширная. И это все за короткое время изучать, все вникнуть, все это пройти через это и сделать сценарий, это, конечно, было трудно. Вот. Конечно, ну, когда Роман Михайлович умер, как-то все это забылось. Ну, как-то она все-таки у меня сидела здесь внутри, да, как бы, какой-то долг перед Романом Михайловичем, потому что я же обещал ему, да, что мы сделаем фильм. Когда он умер, как-то, ну, все равно она сидела внутри меня. И когда в прошлом году директор Центра спортивной подготовки «Триумф» Михаил Дмитриевич Пахомов предложил мне, давай вот замутим фильм, говорит, давай. И как-то я сразу согласился, потому что все-таки, оказывается, она у меня сидела, все-таки вот этот долг, это обещание
Вот. Поэтому, когда Министерство культуры есть программа поддержки национального кинематографа, который наш глава Арсений Сергеевич, когда стал главой, он уже сразу как бы эту программу создал. И благодаря этой программе мы каждый год участвуем на субсидиях, и мы вот получили начальную сумму в сумме там где-то 5 миллионов, да. И мы уже начали подготовку, вот с Нового года уже начали работать над сценариями, параллельно мы подготавливаем. С Алексеем вот не бывает такое, что он как сам режиссер и хочет там в процесс вмешиваться, нет? Нет, в этом плане совсем как бы так демократичный, лояльный человек. Он такой. Мы как бы все равно же вместе делаем, да? Нету такого, как я вот авторского, да? Мы все равно как бы обсуждаем, какую-то тему развиваем, как бы все равно сообща работаем вместе. Вот всю зиму здесь сидели, в этом кабинет нам выделили, и мы не выходили с этой здания. Иногда бывало даже мы ночевали, когда мы сталкиваемся с каким-то хорошим материалом, да? И мы, конечно, там работаем, уже как бы не обращая внимания на время. А вдруг ощутились уже 3 часа ночи. Ой, ладно, давай здесь останемся, завтра с утра продолжим. Типа. Даже такое бывает. Это замечательно, это такой творческий процесс, это вот люблю такие моменты. Это редко бывает так. Интересно, ты говоришь, что не хотел драму, да? И вот это получается спортивное кино, ну такой боепик, да? До этого у тебя была комедия. А у тебя же уже сложилась такая прямо устойчивая репутация такого авторского, такого артхаусного режиссера, который снимает драмы, который прямо вот, что это вот твой жанр. Важно, на самом деле, найти в материале себя, да, как автора. Да, тогда это и есть авторское кино, да, получается. Я, конечно, соответственно, искал в этом материале себя, да. И поэтому вот первый вариант не подошло, второй вариант не подошло. И когда третий вариант, мы все-таки остановились в Пенигине, да. Мы с ним разговаривали, и он говорит, я был серой массой, да, серой мышкой, говорит он. Ну, такой, я не был таким талантливым, таким борцом, как, допустим, Александр Иванов, да. Я не был таким техничным, как Роман Дмитриев, да. Я не такой был сильным, как Сахача, допустим. Я был обычным, да. Никто на меня не обращал внимания. Я никаких там титулов, ничего, там места не занимал в детстве, говорит. Но у него было одно, да, это его сильное желание, да, сильное желание стать чемпионом, да. Когда-то же мы тоже как бы, да, мечтали снимать кино, да, да. Мы же тоже были обычными ребятами. Якутское кино как бы не развивали, ничего не было, да, так. Даже камер не было, ну вот все ребята, мы же хотели, у нас ничего не было, денег, ничего, оборудования, ничего не было. Кроме желания. Кроме желания, да. И мы же как бы, благодаря этой желанию, мы же как бы что-то добиваемся же, да. И тот же Пенигин чисто из-за этой вот силы, да, энергии, которая у него вот здесь была, желание, сильное желание вот стать чемпионом, да, это его и двигало, да. И вот мы взяли вот это вот как основу, и, ну, получается, фильм практически про Пенигина, да, можно сказать, но как бы рассказывающий через Пенигина всю историю, вот, про всех этих ребят, про Коркина, про Сахачу, про там Роман, ну, про всех ребят, про школу эту, да, просто про историю становления как бы борьбы, вот, и когда мы это нашли, это было уже как бы, это уже была победа для нас. Никто не понимал, а мы там радовались с Амбросиевым, да, как бы. И уже мы над этим уже работаем. Вот. И вот фильм все равно должно как бы вдохновлять, мотивировать, да, молодых ребят. Ну, хотя ты вот не талантливый, да, если у тебя есть желание, ты как бы, мы должны мотивировать каждого вот юного спортсмена, да, что он может, если по-настоящему желает, да, по-настоящему сильно хочет, он все равно может добиться. То есть не предавать свою мечту, да, это может быть не только к спортсменам относится. Не только спортсменам, да. Ага. Слушай, вот ты вспомнил, да, как, правда, якутское... Ты же один из тех, кто участвовал в становлении якутского кино, да. Я помню твою первую, по-моему, студенческую даже работу «Крылья» она называлась. Ну, как бы не первая она была. Ну, одна из... Ну,
не первая? Ну, мне 19 лет было. Ага. Я просто... У меня была мечта снимать кино, да. Ага. Что-то я... А как она появилась вообще? Ну, вообще с детства, на самом деле, да, потому что у меня двоюродный брат, он был, ну, он кинооператор, только он после учебы в Санкт-Петербурге женился на русской девушке и остался в Петербурге. Там снимал кино. И там и как бы работал, все время, Ленфильме, всю жизнь. Вот. Он однокурсник Иннокентия Мосова, вот, и Эдуарда Новикова. Я вот в детстве их всегда видел, да, потому что они всегда были в детстве, они всегда приходили, тусовались. Они всегда были интересными, они кушали палочками, у них были там какие-то сережки, татуировки, они разговаривали совсем по-другому, у них одежда была другая, у них вообще как бы, они были совсем другими, да, и это всегда как бы интересует же человека, тем более ребенка, да, да, и я просто хотел быть как они, просто, да, мечтал, да, и, конечно же, уже начал интересоваться вот кино, потому что у меня прямо в моей комнате сделали там лаборатории, проявки пленки там. Они много там работали, штатив я таскал, там помогал, разговаривал много с ними, и как-то они были моими героями тогда. Вот. И уже как бы с детства уже моя мечта была делать фильмы. Я уже в школе пытался что-то делать. Ну, конечно, когда учился в колледже культуры, и после учебы в колледже культуры я приехал. Ну, я пытался поступить в Санкт-Петербург, не поступил. Поехал работать в музее где-то там. Ну, в то время как бы молодые ребята же все мы. Все кто-то уезжает в армию, кто-то... Ну, как бы никто их не берет на работу, да. В основном работает там грузчиками, там, да. Ну, да, и у меня там один друг говорит, я вот ищу там охранников, да, параллельно грузчиком хочу работать там. В это время товарищ говорит, у тебя же есть мечта снимать кино. Давай, иди работай, говорит, в фильме, говорит. Что ты ищешь охранника-то, говорит. Правда? И пошел, короче, Андрею Савичу. Захожу, короче, я хочу работать с вами, посмотреть, короче, да, процесс вообще, говорю. А он тогда Чингисхана снимал? Тогда он Чингисхана снимал. И он говорит, человек, оказывается, шустрый, говорит, и продюсеры, короче, мне дает. Давай, возьми его помощником. Владимир Иванов взял меня помощником. Я тогда работал, но как-то в свободное времени очень было много. Я тоже вот своему другу говорю, что-то в свободное времени много, да? Может, я вот в свободное время буду работать грузчиком? И тогда вот друг говорит, в Сахафильм иди, говорит, у тебя же есть мечта, иди в Сахафильм. Я пошел в Сахафильм. Конечно же, знакомому Эдуарду Новикову. Эдуард Новиков меня как бы вдохновил, завел и отправил Степану Николаевичу Цивцеву Даллу, директору Сахафильма. Я зашел, как-то, тоже как-то, хотя ребенок же, 19 лет, да, он как-то кофе принесите, печенье принесите, там, как-то уважительно со мной разговаривает так. Ну, как-то я удивился, как бы, да, он говорит, что ты хочешь делать в Сахафильме, говорит, я хочу вот открыть детскую киностудию, говорю, да, я в колледже учился, с детьми работал, говорю, давай, говорит, и сразу взял меня на работу. Я уже, как бы, начинаю уже там работать, и первый фильм уже вот в 20 лет, полнометражный фильм выпустил, вот, и потом только поступил в Петербург, вот, и тогда уже в Петербурге я уже, как бы, у меня же свой фильм есть, я показываю мастеру, а мастер показывает всем студентам. Это ты поступать приехал, и у тебя уже есть свой фильм? Я уже поступил, я уже в первый курс приехал осенью, и уже как бы показываю свой фильм. И вот показывает всем студентам. Я уже там, меня уже все знают там. Ты звезда, в общем? Уже звезда стал. Ну, я, да, звездой реально стал, потому что, ну, там курсовые ребята для первокурсников там снять один кадр, типа, да. А я каждый день предоставлю какие-то разные там короткометражки. Разные короткометражки. Я даже еще за деньги делаю дипломную работу, потому что все-таки колледж культуры, она все-таки старая школа. В то время были хорошие, как бы, преподаватели, такие
такие уже как бы советских времен, такие с баз, ну, база хорошая была. И вот однажды сделал дипломный фильм за 50 тысяч рублей. Тогда 50 тысяч рублей, это как будто сейчас 500 тысяч рублей, да? Для студента это было много денег. Да. И там, короче, у меня друзья... То есть для кого-то просто за деньги дипломную работу снял? Да, сняли. Ага. И тут первокурсник, да. Вот, и вот ребята говорят, давай увеличим деньги, говорят, друзья. Дороже бери. Поехали, тогда был такой, автоматы были такие популярными. И мы поехали увеличить наши деньги, эти 50 тысяч рублей, и все проиграли. Да, вот эти. Мне было очень грустно вообще, как бы. Ну, как бы, реально у меня стресс был. Да? Ну, ты рассчитывал же на эти деньги, наверное. Я хотел уже как бы уехать домой, там что-то билеты покупать, там одежду, подарки покупать родителям. И из-за этого стресса я как-то нашел книгу Курачет Сафронова, Альпидиса Сафронова «Алампа». Курачет, это как переводится, городчик или там, гость. Есть такое классическое произведение якутское. Я прочитал это, как бы он же проигрывает на карту же свои деньги всех. История там, ну как бы последний скот, короче, да, забил и, короче, приезжает в Якутск продать это мясо и купить там чай, там как бы гостиницу, там подарки своим детям, дети заказывают, там кто-то что-то, жена заказывает, только радостный приезжает и все как бы проигрывает на карту. И как раз моя тема в то время в стрессе. Я приехал в Якутск и сразу Долду говорил, я буду снимать Курачет. Он говорит, давай сразу с радостью. И мы сразу же как бы тут остались и начали делать фильм Курачет. Такой хороший фильм. Я там как бы все как бы свои знания новые использовал, там разные приемы, режиссуру, там развитие. Я тогда вот первый раз работал с Романом Атласовым, с моим актером. А первый твой фильм, он про что был? Эргиль, круговорот, да, там такой тоже философская притча была, там про мальчика-инвалида, который там, короче, типа знакомится с одним больным человеком, со странным, и они там, короче, там показывают ему, короче, город. Немножко притчевая такая история была, вот. Про детство, про семью, там, про любовь к родителям и так далее. Вот. Такое интересное, тоже артхаусное кино было. Вот. Тогда у тебя в фильмографии сейчас сколько фильмов? Ну, уже приближаться к 20, наверное, уже сколько лет. Я уже как бы, сколько лет? Получается, если с 7-го года работаю, это уже 16 лет работаю. Значит, 16 фильмов. Ну, практически каждый год выпускаем фильмы. Вот. А ты не пересматриваешь свои ранние работы? К сожалению, нет. Больно смотреть, потому что каждое кино это как бы это каждая история моей жизни. Всегда было сложно, да, вообще как бы рождать эти фильмы. Вообще мы вот якутские это кинематографисты ради нашего вот чистого мечты, да, ради нашей вот желания, энтузиазма многим же жертвовали своей жизнью, как бы личной жизни даже, да. У нас всегда не было денег. Всегда как бы там, ну, как бы даже бывало негде жить даже, да? Нечего кушать даже бывало в те время, когда было молод. Вот. Ну, сейчас уже как бы мода пошла делать рекламу, да, в какое-то время вот. Мы начали зарабатывать на рекламах, но все равно делали кино. Вот. Мы делали рекламу, чтобы снимать кино, там бывало такое даже. Вот. Поэтому все равно каждый проект как-то напоминает какие-то тяжелые времена, поэтому как-то... Ты их не смотришь? Да, честно. Вот. А вот эта фестивальная история, она началась с дороги или раньше? Я тоже очень помню Андрея Савича Борисова в то время. Какое-то вот, я не помню, да, уже какое-то мероприятие было, какое-то собрание было. И там мы были вот Лицадосы, мы все ребята были, Костя Тимофеев, там кто-то, там Барашков. Много нас было. И он говорит, типа, какой-то бум, типа, уже начался, типа. На фоне этого бума какой-то вот крылатый свои высказывания говорил. И говорит, как бы, надо делать свое кино, говорит. Каждый должен заниматься своими фильмами, да, как бы, да.
Кто-то делает комедии, да, кто-то любит делать ужасы, да. А у меня всегда понятие было делать фестивальное кино. Именно такое. У меня вообще как бы такое вот, ну, такое реальное понятие было, что надо как бы про себя как бы рассказывать, да, вообще, на фестивалях участвовать, что и надо рассказывать, что якутское кино есть, да, как бы. Ну, слишком такие простые деревенские комедии как бы не отправишь на фестиваль, поэтому я всегда пытался делать такие фестивальные фильмы, да. Помню, вот в 2010 году фильмом «Предчувствие», в 2011 году фильмом «Предчувствием» я приехал на фестиваль «Киношок», такой богатый фестиваль, дорогостоящий такой, вообще там все есть, там все звезды, там голливудские звезды, там фуршеты вообще такие, такие, я в жизни такие фуршеты до сих пор не видел. Все шик такой. Я приехал. У меня тогда короткометражный фильм был, который снятый был на пленке, на остатке пленок фильма Чингисхана, короче, мы с Семой делали курсовой его фильм, и этим фильмом участвовали. До этого мы в Украине там главный приз фестиваля Тарковских выиграли, ну, много фестивалей выиграли. Я думал, что у меня самый лучший фильм, да. Но реально у меня, я вижу другие фильмы, смотрю на них и все время. Понимаю, что у меня самый лучший. Да, понимаю, у меня самое лучшее кино, но мне ничего не дали. Так грустно было. Первое поражение такое. В то время даже как бы не знали, где даже Якутия находится. Некоторые даже думали, что это другая страна, типа СНГ. Я там всем объяснял, где Якутия, она самый большой регион, там, что за Якутия там. Тем более про якутское кино вообще не знали, конечно. Вот. И на закрытие фестиваля я такой грустный хожу, и тут одна актриса мне говорит: «Эй, официант, принеси шампанское». У меня как раз я с столичного рынка купил там белую рубашку, черные штаны, там плохой какой-то тюфли дешевый какой-то. Мне так стало плохо, я ушел в себе в комнату. Может быть, заплакал, наверное, даже. Ну, мне было плохо, да. И спустя 10 лет мы вертолетом, ну, я не поехал, Легантей поехал, автор сценария, один из продюсеров фильма. И выиграл на этот же киношок и выиграл все призы, все основные призы. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший оператор, там, лучший сценарий, лучший там актер и так далее. Все основные призы. И, короче, мы отомстили, говорю. Вот, и мы уже тогда заметили, что уже вот прошло 10 лет, и якутское кино, соответственно, знают все. Ну, раньше еще даже, ну, проходили годы, и уже там типа, ну, типа, о, бедные северяне там снимают кино, молодцы, какие молодцы, за какие-то там, копейки. да, типа такие. А сейчас уже тогда, уже они смотрели по-другому, уже опять якуты приехали, опять призы получат. Уже как на конкурентов смотрят уже как-то. Вот. И мне кажется, как бы это и есть результат нашей этой сложной нашей юности, да, юной жизни, которую мы все время, ну, каким-то чудом делали фильмы, да, вот. Из ничего, можно сказать. Вот. И сейчас, как наш глава Асия Сергеевич говорит, еще через 10 лет про якутское кино должно уже зарабатывать, да? У нас уже такие цели стоят. Поэтому мы должны уже каждый год делать качественные фильмы. Именно вот качественные фильмы, которые могут отвечать запросу, допустим, зрителям других регионов, да, хотя бы в России, странах СНГ или там в других странах, да, где мы можем продавать наши фильмы. Поэтому каждый год мы делаем разные фильмы, да, и каждый раз мы что-то новое делаем. Допустим, в этом фильме мы используем такой. Мы вот монреальской сцены сняли все в хромакее. В истории Якутии кино такого большого хромакея еще не было. Да? Мы полностью вот стадион с полным как бы зрителями, да, делаем на компьютерной графике. Вот. Первый раз мы используем пластический грим в истории якутского кино. Да? И ребята тоже всегда что-то новое приносят, новых специалистов, новые какие-то технологии приносят. И это как бы безостановочно идет, конечно. Вот. Конечно, денег не хватает на все это. Мы это как бы просим, требуем, что-то делаем.
Но любым способом пытаемся добиться своих как бы задач, да, поставленных задач. Вот. Ну, надеюсь, через 10 лет якутские фильмы будут зарабатывать, и теперь уже мы сами будем спонсировать разные проекты. Вот. А сейчас, конечно, мы все время сами ищем, просим всегда чем-то помочь. Вот. Но хорошо, что мы в Якутии, да, и якуты вообще любят кино. Да. Если бы не было зрителей, якутского кино не было бы, да, если бы якутский народ не видел бы, да, как бы якутяне смотрели бы якутское, не любили бы якутское кино, как бы оно не развивалось бы, да. Поэтому где бы мы ни приехали снимать кино, всегда вот поддерживают, да, допустим, местная администрация там дает там мясо, там выделяет какой-то там УАЗик, там народ выходит на массовку, там какие-то там старые одежды из амбаров вытаскивают, там на костюмы дают, там. Ну, всегда, где бы ты ни приехал, всегда пытаются помочь, да, потому что все любят кино, поэтому благодаря этому мы и как бы работаем. Вот. Это самое единственное, что есть сильная как бы сторона наша. Допустим, центры, допустим, там в Москве, там никто так помогать не будет, там же все мерится деньгами же. Вот. Ты еще как-то говорил тоже в одном из интервью, что все Саха люди творческие, так или иначе. То есть даже если он бухгалтер или там... Так же есть, все равно найдешь у него или музыканта, или художника, или там кого-то. Или поет, или рисует, или там какой-то косторез, или там кто-то. Ну, все равно найдешь в него чего-то творческого. А вот это думаешь, почему? Я однажды брала интервью... это Джилус Марков сказал, вот скульптор же есть. Ага, вот. Он говорит, это потому что зима длинная. Делать нечего, поэтому вот по-любому там или вырезаешь, рисуешь что-нибудь. Может быть. Вот. Слушай, а вот ты говоришь, что всегда хотел делать именно такое фестивальное кино. В то же время, ну, знаешь, якутское кино сейчас уже, ну вот, скажем так, для российского пока зрителя или там того, кто слышал, это что-то вот такое, ну, некий монолит. Да? На самом деле якутское кино, оно тоже уже очень разное. А неужели никогда не было соблазна или мысли вот просто снять кино, чтобы заработать денег в прокате? Если кино превратится в бизнес слишком, да, она сразу утихнет. Потому что у нас не в силах это делать, да, сразу заработать, там, сразу снять блокбастер и заработать миллиарды. Это просто нереально. А есть у тебя какой-то такой фильм «Мечта», который вот ты бы снял, если бы у тебя был, ну, вот, какой угодно бюджет, какие угодно актеры? Какие угодно актеры? Да. У меня вообще вот еще давно эта мечта была. Есть такой поэт Иван Орбита, да? Я бы пытался показать его внутренний мир. Он же очень странный был, да? Ну, говорили, что он сам был духом слова, да? Тылычида был, ну, как бы, это переводится как бы сам дух слова, да? Поэзии, да? Был. Он, ну, невероятный же поэт, просто фантастический. Я его до сих пор читаю. И как бы всегда читаю его, да, как бы. У него есть хорошие образы, да, как бы я его использую в фильмах своих иногда. Сереги Потапова любимый поэт, по-моему. Да, это тоже. Не только Потапова, многих, да. И всегда вот для меня немножко еще недосягаемый его внутренний мир, да. Вот начинается его песня, и вот есть же картина, где вот Соха идет, как его, Васильева, да, или Степанова. Соха, и там вокруг деревья разного цвета, там как будто даже природу подпевают, да, вместе с ним, типа. Ну, не знаю, какой-то такой вот Тим Бертон же создает свой мир тоже, да? И хочется такую якутскую, такую хорошую, такую
с музыками Дегарен, там всю музыку, все использовать всю вот наш фольклор, да, всю вот нашу вот этническую какие-то вот фишки использовать и сделать такой вот практически анимационный фильм такой, да, как «Аватар» же создает Джеймс Кэмерон, вот, и также вот создать внутренний якутский такой, якутской музыки и поэзии, да, в мир. Вот, хочется вот такой фантастический мир зайти, вот именно сделать. Если у меня, конечно, бесконечный бюджет был бы, да, такой невероятный. Ну, когда-нибудь на пенсию выйду, сделаю, наверное, если все будет хорошо в будущем. Такой мир, где вот такое. Я же вот рисует же Чикачев, да, такие вот люди, такие якутские лица, такие большими ушами, такой радостный. На быке сидит человек, да, там, а природа вокруг там такая шар, да, и птички летают, и он такой радостный. Ну, как на картинках вот Чикачева, там вот, Степанова, Старостина и так далее. Вот. Вот это все как бы синтезировать и создать такой вот внутренний мир именно вот этого поэта. Ну, немножко такой сумбурно рассказал, да, ну как бы сам только чувствует. Когда во сне вижу, все всегда получается красиво, да, а на реальной жизни вообще это реализовать практически невозможно. А фильмы коллег ты смотришь? Да, смотрю. Ну вот последний фильм Любы «Не храните меня без Ивана», вот это вот фильм затронул реально, чуть не заплакал. Красивый фильм. А бывает такое, что смотришь и думаешь, ах, вот почему же я не снял, или а я бы лучше сделал? Нет? Вообще мы, кинематографисты, держимся же все. Вот какие-то удивительно дружные. Мы друг друга поддерживаем. Я вот иногда кому-то водителем работаю, да. Марьяна Скрыбык на меня шумовиком работала там. Эркен приходил, там шуму тоже оформляла там. Кто еще там? Костя Данилов мои фильмы монтировал. Сейчас вот режиссеры хорошие уже как бы. Да, ну, друг друга как бы поддерживаем, делимся. Степа Бондаршов мне очень много помогал. Вот. Ну, мы же семья. И твои вот эти роли, это тоже вот так же получилось, да? Ну, что в каких-то фильмах. каких-то фильмах, ага. Ну, приходишь водителями, случайно попал на роль, там, бывает такое, да. А чего не хватает сейчас якутскому кино особенно? Денег. Не, ну денег это понятно, денег деле, всегда не хватает. На самом деле деньги есть, оказывается, да. Я вот в этом году понял. Вот наш глава поддерживает, да. Поддерживает, ну, выделяет. Ну, 80 миллионов да, ежегодно. Ежегодно же обещал же, как бы, да? Нет, но если вот не про деньги, а ну, чего-то еще там. Сценаристов, я не знаю, там, постпродакшена, чего-то. У нас много столько идей, да. Куча, да? Дайте нам деньги, мы это все будем реализовать, с этим, с азартом, с вдохновением, и мы все забудем и войдем в этот процесс, потому что очень много, куча интересного на самом деле есть. Много интересных специалистов, которых мы можем пригласить. Мы сами хотим уезжать, обучаться где-нибудь, да. Мы же как бы не можем же как бы себе это все позволить. Мы хотим ребят отправить куда-то там на другие проекты, чтобы поехали работать там. Учились там в Китае, там в Америке, чтобы они там набирались опыта. Просто позволить себе не можем это как бы. Все это надо все это организовать на самом деле. Это же просто надо этим заниматься. А никто этим не занимается в нашей республике. Вот. И сейчас, мне кажется, вот уже мы поняли это и будем уже работать над этим. Вот надо. А кто твой любимый режиссер? Ну, вот, ну ладно, допустим, не любимый, да, а вот за кем бы ты с удовольствием посмотрел, как он работает на съемочной площадке? Вот любой вообще там, из ныне живущих, не из ныне живущих, зарубежный, отечественный, все равно. Я очень много как бы смотрел Тарковского, конечно, да. У Тарковского есть такое
своеобразный как бы язык повествования, да. У него не чисто русское же такое, она и в то же время такое чисто европейское, но в то же время она азиатская. Такое сахалярское у него такой способ рассказывать истории такое, да. И он же много там писал про это. Вообще в России есть как бы соединенная между Европой и Азией, да, как бы такое немножко смешанная такая, да, страна. И даже сам Путин говорит, доберись любого, копайся любого русского, найдешь у него татарина, да, как бы все равно мы какой-то наполовину азиаты, наполовину как бы россияне именно, как бы русские, да, как бы европейцы. Поэтому вот от Тарковского у него такое вот музыка такая азиатская, в то же время какая-то такая она восточная, в то же время философия какая-то европейская, да, христианская. Я любил его смотреть все время, я любил смотреть, как он работает по этим документальным фильмам. Сейчас в последнее время я люблю вот китайцев смотреть, да. Вот Вон Кар-вай я всегда любил. Его вот настроение, как передает он настроение в кино, да. А есть у тебя какие-то люди, которые, ну не знаю, человек-талисман, который с тобой вот из картины в картину идет? Ну, может, актер, может, я не знаю, может, водитель. Не знаю. Ну, Роман Атласов, конечно, он во многих моих фильмах Твой актер, да? работал, да. Вот. Ну, он сейчас болеет, поэтому как-то, для него я готовлю еще один сценарий, такой один. Вот. Если у него со здоровьем все нормально будет, надеюсь, в следующем году попробуем сделать. История есть такая про девушку, которая осталась сиротой во время войны с братьями и сестрами. Их 7, короче. 2 умирают, 5 остаются. И они выживают во время войны, вот, ну, как бы в тылу. Да? Вообще про тыл вообще нет уже фильмов, да? Мало же, как бы. Ну, таких художественных, таких вот выразительных фильмов практически нету. Есть документальные фильмы, но на самом деле во время войны же в тылу очень много же нас погибло, да? От холода, голода, да. И про это я хотел рассказывать, конечно. Вообще вот таких сценариев, задумок очень много, да, у тебя там на полках. У каждого режиссера якутского идей много. Вот. Ну, когда-нибудь все равно все используем, реализуем. Ну что ж, я желаю, чтобы действительно все это реализовалось. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.